Зал исторической экспозиции, называется «Этнография». Здесь собрана одежда тех народов, которые у нас живут. И вот мы были с вами в русской избе только что, и перед нами праздничная домотканная русская одежда. Обычно, когда был праздник, носили сапожки, а в обычный день носили лапти, вот они перед нами стоят. Но в 19 веке также производилась ткань на фабриках и заводах. И делали вот такие красивые костюмы из нее. Такой костюм называется парочка. Женщина носила такую одежду по важным каким-то событиям ее жизни. И на склоне лет часто такую одежду дарила или дочери, или внучке, или правнучке, как уж сколько она там прожила. Такой подарок считался очень важным, потому что хозяйка передавала молодой девушке из своего рода вот это счастье, которое она испытывала в этой одежде. Это было очень важно. Поэтому у деревенских девушек в сундучках лежала часто одежда и мамы, и там бабушки, и прабабушки, и прапрабабушки. Но потом пришли 1970-е годы, вот, и появились неперспективные деревни, как их тогда называли, и молодежь уехала из деревень и не захотела там дальше жить, и остались бабушки верхом на своих сундуках с этими всеми платьями. Вот, и они видели, как умирают их соседки, никто из города не приезжал ни за что на свете бы эту одежду себе не забрал, зачем она нужна. Вот в то время это не понимали важности. Но ездили этнографические экспедиции музея, в том числе и нашего, и за деньги выкупали эту одежду. И вот когда вы побываете или в нашем музее, ну вы уже здесь, или в каких-то отделах нашего музея увидите одежду, вы всегда помните, что у этой одежды были хозяева, то есть эти все одеяния носили люди, то есть мы их не заказывали ни у какого современного мастера портного, чтобы он нам по картиночке что-то пошил, как иногда бывает сейчас в музеях, особенно новых. Головные уборы русских женщин мы можем посмотреть вот в этой витрине. Когда девушка еще не вышла замуж, она заплетала косичку и носила шапочку, которая называется лента. Это очень удобно было. Когда выходила замуж, расплетала волосы, укладывала их на голове, повязывала платком и носила вот такую шапочку, как на верхней полочке. Называется такая шапочка муршень. Это символ того, что женщина уже вышла замуж. Еще один народ, который проживает на территории нашего края, это татары. Перед вами татарский костюм и полностью из фабричной заводской ткани. Он изготовлен очень красивый. Татары активно занимались не только земледелием, но и развивали торговлю, внесли огромный просто вклад в развитие ее. А в этой витринке находится гордость нашей костюмной коллекции, полный женский татарский костюм. На груди висит украшение перевязь. Вот, когда в семье появлялась девушка, родители начинали ей готовить приданое. Вот эта перевязь, ее приданое. Девушку без приданого никто бы замуж не взял, она бесполезна абсолютно. Вот, и постепенно монетки крепились, какие-то украшения. Вот, и когда она выходила замуж, муж даже монетки мог добавить. И когда женщина выходила из дома, куда-то шла, это украшение должно быть обязательно на ней. Это подчеркивало статус семьи, которой принадлежит женщина. Но если вдруг семья распадалась, она это украшение забирала с собой. Муж не мог его отобрать и снять монетки. Это гарантия того, что ее имущественное положение не упадет ниже нуля. Да? То есть здесь монеток висит коров на 12, наверное. Поэтому, естественно, она жила безбедно даже после развода. А для мужа может быть последний шанс подумать, точно он хочет расстаться с таким количеством со своей женой. Да, или вот все-таки сохранить брак. Одежда удмуртов. У южных удмуртов всегда будут преобладать красные цвета вверху одежды, у северных белые. И когда женщина северных удмуртов выходила замуж, в одежде делался такой вот вырез, в который вставлялся тканевый прямоугольник кабачи. Вот здесь вот мы можем отдельно посмотреть, видите, что орнаменты не повторяют друг друга, их у нас около 100, наверное, в фондах хранится, и все они очень разные. Вот такая была фантазия мастериц. Также мы можем посмотреть на праздничное маниста удмуртская, которая здесь перед нами находится. И обратите внимание, что тыльная сторона, многие даже говорят, она даже лучше выглядит, даже чем лицевая. Там на самом деле работа мастера прям очень хорошо видна. Музыкальные инструменты нашего края хорошо нам знакомы. Это, конечно, гусли, это гармошка. И вот финно-угорские народы очень любят волынку. Одна из них тут находится.
Не знаем, какую мелодию исполняет удмурты, наверняка что-нибудь очень интересное. Вот, на севере у нас живут уми, там очень холодно, полем огородом прожить очень сложно, поэтому женщины часто шили одежду на продажу, которую мы можем здесь тоже посмотреть. И многие народы очень любили вот такие яркие пояса. Мужчины всегда считались одними из лучших охотников, стрелков и следопытов. Уходили в лес с такими отрядами, артелями, охотились там на разных зверей, заготавливали шкуры, мясо, и вот все это продавали, за счет этого их семьи и жили. Часто для охоты они использовали интересные очень устройства. Вот тут внизу стоит самолаз, когда охотник очень долго не находил добычу, одевал его на ногу, карабкался на дерево вверх и дальше искал зверя и шел и на него охотился. Охотились на очень разных зверей. Вот здесь у нас находится капкан с цепью и якорем. Вот этим ужасным устройством ловили когда-то медведей. Вот, у нас их всегда было очень много, и только вот такое тяжелое большое устройство могло этого зверя остановить. Но были особи, которые могли, если при ударе им лапу не сломает это устройство, они его могли разогнуть, настолько сильные. Давайте мы с вами Что-то красивый наряд такой. Непонятно. в эту часть экспозиции посмотрим на одежду, которая принадлежала марийцам. Интересный очень народ, он тоже прошел христианизацию, но сохранил свою традиционную религию. На территории Кировской области даже сейчас есть действующие марийские рощи, где проводятся все необходимые обряды. Вот, можно видео и фотографии найти в интернете. Одежда же отличается очень тонкой вышивкой. Вот, марийская девочка только иголочку в руки брала, сразу училась вышивать. К замужеству она должна была изготовить полный комплект одежды для себя, подарочный халат для своего мужа. Она даже не всегда знала, за кого выйдет замуж, поэтому объем достаточно большой был, чтобы не перешивать, потому что обычно 1,5 года уходила на этот вот халат. И подарки для его родителей. Когда девушка заканчивала свое приданное, в деревне объявляли: приданное этой девушке готово. И тогда семьи потенциальных женихов начинали ходить в гости. Они приходили, вот, чай там пили, как-то их угощали, а потом гости говорили: ну что же, похвастайтесь-ка приданным. И вот перед ними раскладывали, и семья жениха начинала внимательно, особенно женщины, внимательно рассматривать вот эту вышивку. Чем более сложный узор, тем будет лучше невеста и лучше жена, потому что она рукодельница раз, а во-вторых, она обладает самым главным качеством — это терпение. Вот, так что вот это, от этого очень много зависит. И последний костюм, который мы с вами посмотрим, это костюм старообрядцев, женский. На поясе, как мы видим, висят четкие, листовка — это обязательный предмет, без которого старообрядец не обходился. Весь 19 век на территории Вятской губернии работала старообрядческая типография, и в этом году у нас будет даже выставка, посвященная старообрядчеству. Церковь очень влиятельна старообрядческая сейчас в нашей области, и они активно участвуют в подготовке этой выставки. То есть подведем такой итог, да, что главной особенностью нашего края, надеюсь, вы уже поняли, да, это, конечно, многонациональность. Не сразу, но народы научились жить в мире, и много веков этот мир хранили. Вот, ну, надеюсь, это будет так и дальше. Это один из наших вкладов в российскую историю. У нас там добывали апопу, это такой камень был. И кто желал, перед своим домом заказывал разные фигуры. И вы, это вот я говорил, они хранители, они опекуны, стражи домов. Поэтому вот у нас в музее тоже есть, у нас все хорошо, благодаря этим замечательным зверушкам. Только они страшные какие-то. Да ничего страшного, это нормально. Откуда они название? Кухарка. Кукарка. Сейчас город называется Советск. Все, понял. Советск, знаем такой. Ну и какие-то... Еще мебели очень много выпускали, вот, поэтому некоторые предметы тоже здесь стоят. Это сделано как раз местными стахами. Да, вот, а сейчас мы идем на выставку, которая называется «Вятка едет». Это разные устройства, с помощью которых перемещали жители нашего города. Единый билет. Так, ну вот.
Это вот наша выставка. У нас есть постоянная экспозиция, это история природы. Есть несколько залов, где выставки сменяются раз где-то в 3 месяца, чтобы разные темы были и разным людям они интересны. Здесь мы рассказываем о том, какие виды транспорта использовали на территории Вятской губернии и Кировской области. Но что тут скажешь, конечно, лошадь стоит на первом месте. И вы должны помнить, что именно на территории Вятской губернии сформировалась особая порода лошадей, она так и называется вятка. Она распространена была на территории Вятской губернии и Удмуртии. Сейчас идет восстановление этой лошади, и можете посмотреть на флагмана, так сказать, там жеребец 4-летний есть, называется он Вайс. Сейчас он выиграл там несколько очень интересных конкурсов, да, которые в России проводились. Посмотрите, какая красота. Я думаю, лошадь будет полностью восстановлена, эта порода, потому что на самом деле уникальная, очень большая выносливость, она переносит холод, мороз, то есть это особая такая порода, она выделена уже международными разными федерациями. Но на смену лошадке у нас пришел поезд. В 19 веке, в конце 19 века появится у нас железная дорога. Не сразу местное население смирилось с появлением такого замечательного транспорта, потому что многие купцы, кто не жил вот в том месте, где должна идти железная дорога, хорошо понимали, что их делу что-нибудь может и угрожать, потому что все товарные потоки пойдут мимо того места, где они жили. Поэтому кто-то был за железную дорогу, кто-то против, но государственная власть, конечно, волю имела, и поэтому железные дороги были построены. Конечно, вначале бегали паровозы, одна из моделей тут вот внизу стоит, ну а потом наш город и наша область прославил фирменный поезд «Вятка». Да, он здесь перед вами моделька стоит. Да, это вообще просто настоящая легенда наших железных дорог. У нас с железной дорогой очень интересные документы, тоже связанные вот удостоверения, различные документы. У нас хранится даже оригинальная телеграмма, где говорилось о том, что на первом участке Шахунья-Киров вводится электропоезд. Перешли с паровозов на электропоезда. Вон как радуются все, что наконец-то электропоезд теперь у нас будет двигаться и таскать за собой вагончики. Элементы одежды железнодорожника очень тяжелая, шинель, прямо вообще у нас вдвоем мы ее туда цепляли, правда вес очень большой, но видимо защита от морозов давала она хорошая. Вот, с 30-х годов у нас общественный транспорт начинает активно развиваться в городе, ну и конечно тут связано очень много разных легенд. Вот, верхняя левая часть — это фотография нашего Кировского автовокзала, как он выглядел в 60-е годы. Построили его в 1957 году, был юбилей революции, вот, и надо было построить автовокзал, потому что у нас не было несколько точек, куда приходили междугородние автобусы, и вот сложно это было, перемещаться между ними пассажирам, транзитным особенно. И вот выбрали хорошее место, возле железнодорожного вокзала находится этот автовокзал до сих пор. Но когда решали, как и по какому проекту строить, выбрали почему-то среднеазиатский вариант. Огромные окна колоссальных размеров, а тут пришла наша зима. Стало ясно, что вот эта система отопления, которая хорошо работала в Киргизии где-то, да, она вот в Кирове вообще не работает. Было очень холодно, пригласили кировские предприятия, они подключились, сделали особую систему отопления, которая наконец-то это здание сделала теплым. Но там было много забавных таких вещей. Там была такая ниша, вот подобная той, которая, где у нас колесики стоят, и туда разместили кассы. Только единственное не учли, как в эти кассы заходить. Вот, потому что кассы уже стояли, все было проведено, а вход где? То есть и придумали очень интересно. Прилавок, а под прилавком такое место есть. И там сделали дверь. Вот кассиры автовокзала, многие женщины, комплекция очень большой, открывали эту дверку, вставали на четвереньки и туда заползали. К огромной радости всех пассажиров, которые там были. Также выползали, это выглядело забавно. Поэтому снова привлекают наши предприятия, инженеров, которые полностью эту конструкцию поменяли и сделали уже ее более-менее нормально. Такси. Такси очень интересно у нас были. Вот, здесь есть, например, счетчик такси, который остановился в 1973 году.
И здесь вот написано, что совершено было посадок 2709. Накрутить такой счетчик было невозможно, он был подсоединен к какой-то гидравлической системе, короче, все надо было разобрать, и никто бы это не стал, конечно, делать. Последняя поездка стоила 1 рубль 16 копеек в 1973 году. Куда он там ехал, неизвестно. Это музей автотранспортного предприятия нам как раз на выставку дал. Справа посмотрите, какой серьезный человек сидит, фамилия его Кашкарев, это таксист. Вот когда-то в 80-е годы можно было встретить вот таких таксистов в нашем городе. Откуда они тут такие появились, ребята в тройках, с запонками, с галстуками, всегда обращающиеся на «вы», открывающие двери дамам и размещающие их багаж в багажнике. 1980 год, в Москве Олимпиада. И московские власти, подготовили своих таксистов, но их не хватало. И из Кирова туда уехали ребята. И они прошли через эту систему обучения, как надо общаться. Мягко говоря, такси в Кирове очень сильно отличались от этих стандартов. Они вернулись и решили, а почему в нашем городе не внедрить вот это все? И началось это движение, гарантирую отличное обслуживание, называлось оно. Вот, ну, было, конечно, странно, да. Причем там у них такие интересные стандарты были, они, когда садились к ним пассажиры, то обычно водитель должен был спросить, знает ли пассажир дорогу к тому месту, куда он хочет, чтобы его довезли. Если знает, он просто говорил водителю налево, направо, прямо. Если он не знал, то просто говорил конечную точку, и маршрут выбирал уже сам таксист. То есть вот такая система даже существовала. Но потом, как мы видим по датам, 80-е годы, это перестройка, все начали бомбить на машинах, все, у кого были колеса, и, конечно, все эти стандарты канули никуда. Здесь стоит очень интересная модель автомобиля «Победа». У него просто какая-то легендарная супер история. Ну, сам автомобиль легенда, мы это все знаем. И в 2010-х годах к нам в Россию пришел издательский дом из Италии De Agostini. Он здесь издавал серию журналов про автотранспорт. Но они не знали, как завоевать быстро рынок, чтобы все их журналы покупали. И поэтому каждому номеру журнала давалась или пакет, или коробочка, в котором находилась одна из частей вот этого автомобиля. Поэтому люди покупали журналы, и вот у кого-то есть дверь, колесо, часть двигателя, он, кстати, разбирается полностью. Вот. И как-то жалко было, что вот у тебя они так просто валяются, поэтому следующие номера начинали покупать, чтобы скопить все и собрать своими руками вот этот замечательный автомобиль. Кстати, в багажнике лежит запаска, насос, который был, и даже набор инструментов, который давался к победе. Такая коробочка, открываешь, там на самом деле лежат те ключики, которые были на самом деле в первой комплектации. Вот, сейчас даже в плохом состоянии такая машина, торги начинаются от 10 тысяч, а если вы покупаете полный, в хорошей сборке, плюс еще и все номера, то готовьтесь где-то до 100 тысяч рублей заплатить. Это коллекционерами очень ценится. De Agostini на этом не решили останавливаться, решили не останавливаться и запустили второй свой проект, машина ZIS. Вот, она, ну, если вот цену в 300 рублей, допустим, определим в то время, то 1300 стоил ZIS. И вот его уже жители нашей страны не очень охотно покупали, потому что уже очень цена большая, чуть не в 4 раза больше. Но у кого сейчас ZIS есть, он обладатель колоссального просто состояния. Вот сейчас общаются владельцы вот этих машин, и там есть даже свой рынок услуг. Например, если вас не устраивает какой кожей обиты сиденье, вы можете прямо заказать. Они по размеру или даже сразу готовые к вам пришлют, там хоть крокодилью кожу, пожалуйста, любую. То есть до сих пор этот рынок работает, он жив. Значит, вот здесь тоже интересные очень предметы есть. У нас в городе выпускали вот такие экзаменаторы правил дорожного движения. Назывались они ГНОМ, они маленькие. Карточку туда вставляли, читали задание, выбирали правильный ответ. Но видите, они очень маленькие, поэтому с наших предприятий, где их делали, их было очень легко вынести и, например, сыну подарить. Вот ничего такого не было, производились они тут десятками тысяч. И поэтому у всех кировских пацанов вот эти вот устройства были. Они в них играли, как сейчас, наверное, в компьютер играют или в смартфонной игре. Поэтому, наверное, пацанов, так хорошо знавших правила дорожного движения, столько, как в Кирове, ни в одном городе не было. Потому что в остальных-то выпускались такие серьезные, не утащишь, не унесешь. А у нас, ну что, но маленький.
Вот тебе, сынок, давай изучай. Играли, вот эта игрушка такая была. Ничего электронных-то не было, это же времена те еще, 70-е годы. Вот, у нас есть предметы очень интересные. Приехали они из нашего села Полон. Там музей существует. И вот такие крупные эти вот изделия оттуда приехали. С войны туда вернулся снайпер, фамилия его была Русских. И он там был учителем труда, создал кружок моделирования. И представляете, ребята 10, 12, 14 лет делали вот эти прекрасные предметы. У них их много, некоторые из них когда-то ездили. Они даже сделали печь, в которой плавили металл и отливали те детали, которые им были нужны. То есть, конечно, ребята получали колоссальные знания, очень нужные на этих уроках труда. Вот здесь можно посмотреть еще, обратите внимание на уникальную совершенно фотографию. Это наш Октябрьский проспект, на котором идет строительство трамвайной линии. Когда-то планировалось, что в нашем городе будут трамваи. Проложили рельсы по Октябрьскому проспекту, дотянули их практически даже до вокзала, и тут началась Великая Отечественная война. Не успели построить парк, в котором бы строили вагончики. Это была большая очень проблема. И поэтому во время войны по этим рельсам всяко разно таскали вагоны с грузами к военным предприятиям. То есть они роль свою играли, но было непонятно, что с ними дальше-то делать. И в 1943 году появляются из эвакуации, у нас много эвакуированных предприятий было, появляются вот такие замечательные троллейбусы. Можете посмотреть, да, Красная площадь, еще там площадь Труда, как они двигались. Их просто эвакуировали к нам. И когда шла эвакуация троллейбусов, Киров эвакуировали вместе с троллейбусами огромное количество проводов. И когда у нас поняли, что, в общем-то, мы вот прямо сейчас можем их запустить, ничего не ждать, в общем, это и было сделано. Поехали у нас троллейбусы, а трамвайную линию частично разобрали, частично закатали в асфальт. Вот и все, трамваев у нас нет, зато троллейбусы есть. То есть история вот такая получилась. Вот, для нашего города, ну, я думаю, для вашего тоже, борьба со снегом — это вообще зимой одна из самых главных задач. Да. Здесь посмотрите, да, это просто, это какой-то бесконечный бой. Какие устройства делали в Кирове, трактор таскал, и это устройство срезало снег, лед, то есть как боролись как только могли, но не всегда побеждали. Вот. Мотоциклетный, конечно, вид транспорта у нас очень был популярен. Здесь можно посмотреть, как вот и в Вятских полянах, и в Кирове постоянно эти мотоциклы демонстрировались, пригоняли их на Театральную площадь, на которой вы, кстати, были, и ребятки могли прийти, сесть на него, там с ним познакомиться. А первым байкером у нас был знаменитый наш фотограф Лобовиков, который сам себя и сфотографировал. Первый байкер Вятки. Вуаля. Вот мы, когда выставку эту делали, сотрудничали с коллекционерами, они нам разные велосипеды старые дали, вот, интересные. Но в центре зала стоит удивительный предмет, который мы посмотрим. Это мотороллер, называется он Вятка. Вот, история у него удивительная. В 50-е годы мы очень старались дружить с некоторыми странами, Италия была одна из них. И там выпускался очень красивый мотороллер, и мы решили, а что бы нам его не повторить и не выпустить такой же, только, конечно, с названием уже Вятка, чтобы за лицензию не платить. И, в общем, итальянцы, когда узнали о том, что у нас появилась Вятка, которая копирует Веспа, и как-то так назывался их мотороллер, конечно, они немножко подрастроились, так, ну ладно, друзья, но мы же в дружбе-то берегов не знаем никогда, поэтому мы решили в Европе их продавать. То есть копию итальянского мотороллера под названием Вятка, и уже с ценой там в несколько раз ниже. Но тут уже разразился большой скандал, вот, и что за дружба такая странная получается. Вот, и наши инженеры начинают очень резко менять полностью конструкцию, ставят там электрозажигание, вот, появляются эти электроны, даже название поменяли, но все равно, согласитесь, конечно, дизайн очень серьезно отличается. Вот игрушек у нас много выпускалось очень, которые то трактор изображали, то трамвайчик, то вездеход. Это вот игрушечки, которые выпускались на территории Кировской области. Все здесь сделаны. Разные фабрики были. Одна из самых известных называлась «Весна».
Вот, и когда мы выставку делали, нам вот такой подарок презентовали. Вот он перед вами. Это тележка необычная. В деревне, когда крестьянин шел в поле, ребенка, которого надо было грудного еще кормить, но женщине надо было идти работать, укладывали его туда. Вот, брался или женщина, или мужчина за ручки и катил. И вот зачем же эти длинные ручки, да, вопрос. Амортизация даже есть. А? Амортизация есть даже. Да, конечно. Да, чтобы легче было, а еще на эти ручки укладывали еду, фрагменты одежды, которые там потребуются, полотенца какие-то, инструменты. То есть такая разгрузка. Сам крестьянин шел достаточно свободно. Вот в городе увидели эту тележку, тоже им стало интересно, но в городе куда с ней пойдешь? И в городе что начали делать? Вот здесь вот переделывали крепления, и в них запрягали или козу, или большую собаку, и ребенка катали, такое развлечение было. Вот, такие тоже эпизоды зафиксированы. То есть вот здесь предметы, с помощью которых, в общем, когда-то жители нашего города ездили. Выставка такая стоит обычно 2,5-3 месяца, и потом меняется на какую-то другую. Допустим, до этого у нас тут стояли когда-то клинки, коллекция холодного оружия нашего музея. То есть людям разное интересно. Кому-то интересно вот, транспорт, кому-то оружие. Поэтому мы всегда такие маленькие выставки меняем, чтобы люди на них ходили. Непонятно, ну есть и есть. Эта выставка появилась у нас как бы очень быстро, как настроение. Нам захотелось рассказать о тех людях, которые дали имена нашим музеям, отделам. Вот, и как у них складывалась личная жизнь. Вот такое необыкновенное желание. И начинаем мы с рассказа о Салтыкове-Щедрине. Он был к нам отправлен в ссылку. Вот, и работал здесь чиновником. И познакомился в одной из семей с очень интересной девушкой. Вот Елизавета, будущая его супруга. И это вот любовь всей его жизни. Разрыв в возрасте у них был очень сильный. Женились они, когда ему было 30 лет, а ей 16. Познакомились еще раньше. И вот он считал, что раз молодая девушка оказывается под влиянием уже такого начинающего писателя и как бы сильной очень личности, то он сможет повлиять на ее формирование. Но нет, девушка уже сформировалась, и сам он ее описывает с такой насмешкой и юмором. У моей жены идеалы не очень требовательные. Часть дня в магазине просидеть, потом домой с гостями прийти и ходить из комнаты в комнату, чтобы в одной был изюм, в другой виноград, в третьей конфеты, а в четвертой часть. Вот ходила бы она по комнатам, всех подчевала, а потом бы переодевалась в новые платья. То есть девушка оказалась именно вот такая. Вот. Над его литературными изысканиями она откровенно смеялась всегда, считала их глупостью, но когда его книги, гонорары начали приносить большие доходы, это, конечно, ей очень понравилось. Вот, и она долго очень требовала, чтобы было куплено поместье, чтобы они жили, ну вот как положено. Поместье было куплено, и я читал одно письмо, которое она написала своей знакомой. Она говорит: ну наконец-то мы приобрели поместье, душечка моя, и как же я рада. Ведь в этом поместье когда-то жили удивительно богатые люди, и у них было целых 2 попугая. То есть, ну как бы вот. Так что у кого 2 попугая, с точки зрения, да, Елизаветы, это было, конечно, богачество такое. Но несмотря на то, что он все время над ней подсмеивался, она над ним, прожили вместе, уж не знаю, сколько долго и счастливо, да, но все-таки счастье там тоже было. Вот, и дальше мы как раз то, о чем я говорил, Петр Владимирович и Алабин, наш основатель, и Варвара Васильевна Безобразова, его супруга. Это очень интересная история, потому что Петр Владимирович, у него и семья-то была, и он из подольских дворян, он, конечно, дворянин. Вот, и семья была небогатая. Его отец ушел с русской армии воевать с Наполеоном и дошел аж до Парижа. И когда вернулся назад, он познакомился с француженкой, которая бежала вот от всех этих событий в Россию. И таким образом Петр Владимирович у нас наполовину француз. Вот. Да. И вот он, семья не могла позволить ему выбрать стезю, которую ему хотелось. А ему хотелось быть солдатом, офицером, вот как его отец дошел до Парижа, и ему так хотелось. Но нет, пошел в коммерческое училище, вот оно там, учился там, ему не нравилось. И когда Николай I туда, император, приехал,
он вышел из строя учеников и обратился к нему с просьбой: «Я хочу служить в том же полку, в котором служил мой отец». Вот, император его, конечно, одобрил и распорядился отправить на военную службу. Он познакомился со своей женой, и 7 лет ее семья не соглашалась на этот брак, потому что они говорили, что он никому не известен, он беден, вот, и непонятно, что с ним дальше будет. И только через 7 лет они согласились на этот брак. Но как только они поженились, у них появился первый ребенок, началась Крымская война. И она решила по традиции русских женщин, в общем-то, разделить судьбу своего мужа. Она поехала на эту войну вместе с ним. Приехала и попала в осаду Севастополя, то есть в эту страшную мясорубку. Вот, и она ждала второго ребенка, у нее на руках был маленький. Непрерывно английские, французские, турецкие войска расстреливали просто город, потому что была захвачена Сапун-гора, с которой шло уничтожение мирного населения, которое там находилось в первую очередь. Ну и, соответственно, дальше что получилось? Она не стала сидеть где-то, а пошла сестрой милосердия, то есть, вот, и помогала, и в одной из палаток обнаружила умирающего своего брата родного. Вот, он был контужен, не мог даже разговаривать, и она его выходила. И вот на каком-то этапе этой войны, когда жертвы среди мирного населения просто огромны стали, русское командование приняло решение штурмовать Сапун-гору, любой ценой выбить оттуда врага, иначе как бы сложно даже эвакуацию будет проводить. Был подготовлен штурм, Петр Владимирович служил в Охотском полку, и когда они пошли в атаку, вот как раз Варвара Васильевна молилась в этот момент, чтобы он уцелел. Из его роты в живых осталось 20 человек, все остальные убиты были во время этого штурма. Вот он назад вернулся, и на нем не было ни одного ранения, ни одной царапины, хотя он шел в офицерском мундире, и как бы уже было понятно, что вряд ли он из этого боя вернется. У них в семейном альбомчике много интересных рисунков было, и вклеена такая литография, и рукой Петра Владимировича там написано: вот смотри, это улица Севастополя, где мы с тобой, когда гуляли, у нас над головой рвалась шрапнель. То есть вот в Вятку нашу провинциальную приехали эти 2 человека. Да, в 1857 году. У них уже 4 детей было, и вот они очень старались здесь вот этот уровень цивилизованности поднимать. Как раз благодаря музею, библиотеке и другим таким традициям. Театр они тоже тут помогали, чтобы театральные постановки домашних театров работали. 3 сыновей, всего у них 8 детей было, 2 умерли в раннем очень возрасте. 3 сыновей служили в русской армии, к сожалению, родители их пережили, потому что все они получали тяжелейшие ранения, это очень храбрые офицеры были, но, к сожалению, они умерли раньше родителей, это для них ужасная совершенно была такая трагедия. Вообще они пережили, их пережили всего 2 детей, то есть остальные все вот умирали. В Самаре он очень большую роль тоже сыграл, и в Иверском монастыре был построен усыпальница, где вся эта семья должна была упокоиться. К сожалению, в период Октябрьской революции вот эти все банды, даже не знаю, как их назвать, разграбили все эти усыпальницы, и точно даже сейчас неизвестно, где находятся останки этих людей. Вот, потому что захоронены они были в металлических гробах, тогда выволакивали эти гробы, разламывали, сдавали в металлолом, а кости разбрасывали. Вот, так что мы не знаем точно, где, в общем-то, они находятся в данный момент. Но это, наверное, не важно, потому что память они по себе оставили вот такую удивительную. Конечно, да, Гриневский настоящая фамилия, наш тоже удивительный писатель. Вот, но не менее удивительной была его личная жизнь. Значит, 3 он был женат. Первой его избранницей была Вера Абрамова, которая была революционеркой. 1905 год, это революция. Грин обладал удивительным ораторским искусством. Он мог зажигать просто толпу буквально несколькими предложениями. И вот она согласилась выйти за него замуж, если он будет вести революционную пропаганду. Да, с революционной пропагандой все было хорошо, вот с личной жизнью не очень, и они часто очень скандалили. В один из скандалов он выхватил у нее дамский револьвер, который она с собой носила, ну, революционерка, и начал в нее стрелять, и даже попал. Из нее эту пулю доставали, вот, так что как бы такая бурная была жизнь. Вот, вторая супруга у него была Мария Генсиорская, тоже очень интересный был брак, ну вот как-то вот брак тоже распался, и только
Третий брак, он судьбоносный на самом деле был. Он познакомился с удивительной женщиной, Нина Николаевна, да, звали ее, редактор, корректор, и это вот его последняя супруга. Разница была, конечно, у них в возрасте уже тоже серьезная. Вот она тоже была влюблена, переехали они в Крым, жили в Крыму, и вот тут он уже начал тяжело болеть, и вот в 1932 году он умер. А Нина Николаевна тогда уже мечтала сделать, она же Ассоль, она же прообраз Ассоль, она и вдохновила его на алые паруса, именно эта женщина. И она хотела там музей сделать. Вот, но тут началась Великая Отечественная война, и она попала в оккупацию. Она была удивительно грамотным человеком, потрясающий корректор, редактор. И немцы предложили ей работу. То есть она не должна была никакие статьи писать, она должна была только текст корректировать. Вот, и что получилось? Заканчивается Великая Отечественная война, Крым освобожден, она получает 10 лет лагерей. Вот, да, так что казалось, что жизнь ее будет уничтожена, но она возвращается после этих лагерей в Крым и добивается того, что все-таки в Крыму будет открыт музей Александра Грина, и он там работает. Ну, еще у нее такая черта была, она очень любила котов, вот на всех фотографиях или рядом кот стоит, или она на руках пишет, ну это так уж. Вот, да, вот Грин, можно с ней сфотографироваться, с Петром Владимировичем, он тоже тут у нас. Значит, у нас очень большая коллекция лубка, это особый вид живописи, который отражает восприятие народом вот всех этих любовных тем. Можно потом погулять, почитать, даже если будет желание, уже время будет. Можете тоже на это время потратить. Ну а про домовую роспись мы немножко говорили. Вот здесь вот очень интересная трилогия такая висит. Значит, ну, наверное, правильнее было бы сюда повесить, ну ладно. Смысл в чем заключается? Ну, такая народная мудрость, вот едет разлихой старина, то есть старый мужчина, вот видите, седина уже, волосы без в ребро, ищет приключений, ему ж надо думать о вечном, а он вот ищет даму, мадам Тюлюлюм, как мы Тюлюлюль, которую мы бы сейчас ее назвали с такой пониженной социальной ответственностью, да, к ней он несется. А ехидный зверь должен между ними стоять, потому что он его в итоге к ней не пустит, вот по этой истории, которую рассказывали. То есть старичок должен думать уже о вечном, а не бегать за барышнями. То есть, потому что ехидный зверь, это вот молва и окружение, оно всегда будет препятствовать таким романам. То есть это тоже очень интересная такая философия классная. Вот это вот припечные, пожалуйста, доски. Вот у кого-то в избе такая вот история была. Не знаю, зачем он ее заказал, но, видимо, для чего-то было нужно. Так, ну что, отправляемся в природу. Вот мы с вами в нашем зале природы. В прошлом году зал прошел полную переэкспозицию, выделены были средства. Закуплено оборудование, и вот наконец-то он выглядит, как в принципе давно должен был выглядеть. История у нас тоже очень интересная, предметов здесь много, но обращаю внимание на короткорогого бизона. Это символ нашего музея на самом деле. Обнаружен он был на территории Кировской области, и когда он был обнаружен, это был первый полный скелет короткорогого бизона в мире. Сейчас их, конечно, нашли достаточно много, то ли 9, то ли 11, я уже не помню. Вот, но когда-то, в общем-то, данные по нему были опубликованы, и даже во многих зарубежных книжках как раз указано, что да, описание животного дается по скелету, который хранится в Кировском краеведческом музее. То есть это уникальный совершенно предмет. У нас многие даже, кто здесь в детстве жил, а потом куда-то уехал, вернувшись, они всегда спрашивают, на месте ли бизон там, да, и вот как бы это считается такое. Когда-то вот такие вот замечательные звери водились на нашей территории. Ну, конечно, традиционно это бивни мамонта, там, челюсть его, это как, наверное, в каждом музее можно это тоже увидеть. Ну, а дальше экспозиция у нас строится по принципу, да, природная зона и звери, которые, в общем-то, водятся там лес. Там. Чучела многие очень старые, потому что, ну, как бы у нас тоже люди разные приходят иногда. Вон, смотрите, сколько вы зверей там изничтожили, чтобы у вас эти чучела были. Приходится объяснять, что вот, например, чучело медведя, которое там хранится, ему 110 лет. Да, вы что? Да, да.
У нас хорошие очень смотрители, хранители, поэтому они постоянно их обрабатывают, чтобы никакая моль, ничего там ни в коем случае не завелось. Благодаря этому многие чучела выглядят, ну, уж точно не столетние. Вот. Ну а самое новое, это как раз вот чучело волка справа стоит. Это как раз года 3 назад нам профинансировали покупку его. Возле витрины расположены специальные такие стендики небольшие, и там фрагменты шкуры, потому что посетителям хочется что-то потрогать, да. Вот, пожалуйста, можно погладить шкуру настоящую лося, медведя, там, кабана, там, волка и так далее. Ну, можно просто ближе подойти, посмотреть. Аня? Ужас. Ну, красивые. Не собачка. А, ну и да. Да, очень красивые. Волков очень много у нас на самом деле, так же как и вот медведи больше зоологической нормы, так и волков, поэтому постоянно ночью, зимой рассказывают о том, как они там нападают на собак, поэтому охотникам тут всю зиму приходится трудиться. Ну а К нам кабаны стали заходить, никогда не было. к нам медведи и волки заходят, а 2 года назад у нас весь город в одном из парков ловил рысь. Она очень старенькая, пришла и питалась котиками, которые там забегали. Она уж никого не могла поймать. Ее в итоге поймали и один из питомников отдали. К сожалению, она очень старая оказалась, уже от старости умерла. Кабан. Ой, а что он такой? Я думала, он более такой какой-то, более жесткий, ну и такой. Не совсем. Ну, у нас... Это кабак. Охотники нам иногда подбрасывают пополнение. Помнишь, у дедушки в Вот видите, огороде? на севере полярные совы летают, а на юге спорят обычно, какая урожай черешни будет. Вот такая вот Кировская область. Да, очень старая чучело. А так, конечно, да, люди тоже разные приходят. Иногда могут и претензии. Больно красивый, рыжий-то. У нас на трассе серый, да, дежурит? И выцветший, белый. Как будто его покрасили. Может, раньше такие были? Лось тоже больше 70 лет ему. Здесь многие очень старые чучела, поэтому. А, вот. Это вот мы. Пигнуто. Ты же настоящий от руку. Настоящий. Да. Вот с зайцем все нормально. Это на самом деле уникальная особь. Она добыта была, когда менял он шкурку. Просто нам иногда говорят, что у нас выцвел или еще что-то с ним не так. Нет, просто... Общипанный, да? Да, то есть какой-то он у вас вообще, вам пора зайца поменять. Мы наоборот себе говорим, да вы что это? Это не в каждом музее такое найдешь. То есть его подловить в этот момент сложно очень. Он или белый, или серый. А Да. тут раз как раз такой. Мы наоборот гордимся, это у нас редко очень чучело. Птиц очень много на самом деле, да. Видите, край такой болотистый, много всяких речушек, есть где им там жить, поэтому птичек много. Ну да, такие фотозоны очень красивые. Да, у нас долго очень наши биологи трудились, как это все будет выглядеть. Много времени заняло. Ой, это кто? Все так их не знает, зверьков. Какой-то Выхухоль, по-моему. Тут видите, как хитро сделали. Тут, да, русская выхухоль. Сфотографировали всех этих зверей и разместили вот на этой пленочке. Не стали ставить этикетки, потому что выглядело некрасиво. Вот. Это как вживую уже. Да, и если ты хочешь, что это за зверь, ты его вот среди всех этих найдешь. Потому что сфотографирован именно вот этот экспонат. То есть не просто из интернета взятый, а сфотографирован именно тот предмет, который стоит в экспозиции. Ну, Это здорово. такое решение было сделано, да. интересно. Наконец-то у бобра дерево появилось, а то без него он выглядел очень странно. Одна из любимых фотографий наших туристов, на самом деле, посетителей, они всегда говорят, а что это он такой? Вот.
Дерево надо ему. Задумка была такая. А у них так по-настоящему есть, да? Вот два зуба получается. Да, большие. Бобров много. Их даже у нас когда-то затопило ливневку несколько лет назад. Городские власти пытались их обвинить в этой диверсии, но зоологи их быстро на место поставили, сказали, вы что? Домики понаделали, да? Вы что, с ума сошли? Ливневку почистите, тогда все хорошо у вас будет. Да, такие вот у нас. Ужи, да? Уже змеи очень много у нас, прямо вообще. Даже А вот это вот там гадюка, это как раз сбросила на свою шкуру справа там. Гадюк очень много. Край болотистый, прямо вообще. Очень осторожно нужно ходить. Лучше с какой-то палочкой постучать, чтобы они не ползли. Ну, соответственно, ядовитый, да? В те времена, когда дача была, гадюк сбрасывал лопатой просто. Берешь так, за участок и улетела. Они же маленькие такие. Так разные есть. Ну, вот, и сейчас вишенка на торте, мы посмотрим живой уголок наш, где живые звери. Живой уголок, иногда, особенно у кого есть детки маленькие, они сюда и 10, и 15, и 20 раз приходят, просто чтобы живых увидели, вживую, потому что в городе человек живет, он просто не видит, кроме кошек, собак и птиц. Ну да. Да, болотные и красноухие черепахи, они так-то не живут у нас в природе, только если их выпустят. Вот, ну, у нас они вот есть рыбки разные. Кролик Дульсинея, зовут ее сокращенно Дося, большой специалист в футболе. Чемпионат был, она у нас отгадывала очень хорошо матчи. Вот. Сошла на дистанции на последнем матче сборной России. Ее 7 раз заставляли, чтобы она сказала, что Россия выиграет. Она 6 раз говорила, проиграет мячик финала противнику. На 7-й раз уже все ей надоело. Она... И мы сказали, Дося сказала, Россия выиграет. Ну, она проиграла. А так она 6 раз говорила, проиграет. Потому что я вот верю, она разбирается в футболе отлично. Йоси это наш попугай, любит очень орать, больше ничего не любит. Так, а мыши наши спят, да? Иглистые иглистые мышки спят, у них еще и геморраны, где-то в 4 часа просыпаются. Очень интересные, кстати, животные. Вот отсюда их можно увидеть. Они, когда взрослеют, у них на самом деле на спине появляется несколько иголочек, как у ежа. Если иглистых мышей держат как ручных животных, они даже откликаются на прозвище. Да, это удивительная тоже вещь. Палочники, самые, вот они. самые ужасные, самые миролюбивые насекомые из всех. Едят только травку, никого никогда не кусают, но почему-то у нас часть посетителей очень сильно их боится. Не знаю, с чем они связаны. Вроде ко мне, так они очень миролюбивые. Вот они тоже. Это они ждут дождя. А вон ходит палочник. Вот. Господи, там другое. Конечно, они разные, естественно, они разные. Как листик сушеный. Вот чтобы его незаметно было. А тут кто? Там тараканы в домике. И тараканы есть, да? Где? В домике. В домике тараканы. Ну, не видно. Где-то спрятались. Спрятались. Это мышки. так вот же. Где? Ну их плохо видно, но вот же. А, Нет, ну и это- огромные, да. Как они? Улитки это. Вспоминал. Да не пауки, палочники. Палочники. Пауки. От слова палочка. Мгм. Ящерицы наши замечательные. Они, правда, из Австралии. Пока еще не освоили территорию Кировской области. Ну, там, через сколько-то тысяч лет, наверное, у нас будет тепло и будет, наверное, таких. Уже океан живут, наверное. Да, но пока они у нас живут, да. Вот друг подрастает. Вон, моя одежда двойника. Нам очень понравилось. Очень, очень всем рекомендуем. А мы сейчас идем кушать. Спасская.